Центральная скульптура в экспозиции «Наследие Эрзи» – монументальный Моисей. Он покидал свое место перед большой реконструкцией Музея изобразительных искусств и вернулся в родные стены, уже отреставрированный. Эти работы реставраторы музея проводили вместе с коллегами из научно-реставрационного центра «Грабаря» по федеральной целевой программе «Культура России». Это была консервация. Мы обнаружили там участки древесины достаточно рыхлые, и их нужно было укрепить. Вот. И мы этим занимались, плюс снимали загрязнения, которые там за много лет накопились. Вот. Какие-то трещинки там образовались, вот их трещинки мастиковали. Теперь настало время рассказать о проделанной работе большому культурному сообществу. И не столько о реставрации Моисея, сколько о Музее изобразительных искусств имени Эрзи, где хранится богатейшее скульптурное наследие. Директор Людмила Нарбекова говорит, повезло представить музей на такой важной международной выставке. Пригласило Министерство культуры России. В Москве выставили 3D-копию Моисея. Наряду с Мордовским музеем в выставке принимали участие крупные государственные музеи России, Германии, Италии. Деnkmal Россия-Москва – российско-германский проект. Одна из самых значимых выставок в области сохранения и реставрации памятников. Denkmal в переводе с немецкого это и значит «памятник». В Лейпциге выставка проводится более 20 лет. В Москве проходит раз в 2 года и пока только в 4-й. Нам очень было приятно, что наши подарки 3D копия работы Степана Эрзи «Женский портрет» 1942 года, который мы подарили мэру Москвы Сергею Собянину и министру культуры Российской Федерации Владимиру Ростиславовичу Мединскому. И уже мэр Москвы из своих рук передал нашу скульптуру бургомистру Лейпцига, потому что именно в Лейпциге пройдет следующая выставка, 2018 год. У реставраторов из Мордовии эта выставка вызывала профессиональный интерес, как, например, делают капельник в скульптуре из дерева. Это очень впечатляет. Питерская школа реставраторов из Музея религии представила новые технологии, что можно использовать впоследствии в работе уже в Музее Эрзи. И опять участие в международной выставке и главного хранителя музея, и реставраторов-художников. Возможность рассказывать о мордовском скульпторе Эрзи большому миру. Denkmal ежегодно посещает до 5000 человек. То, что музейщики некоторые не знают, что Эрзи, вот это было приятно. Напротив был музей имени Шолохова. Вот, и сотрудники говорят, я первый раз слышу про Эрзию. Мы обменялись буклетами, там это информация, как бы путеводитель вот, по Эрзию. Вот. И это приятно, что как бы узнают. О Степане Дмитриевиче Эрзи в Москве рассказывали 8 ноября, в день рождения скульптора. В этом мордовские реставраторы видят особый, благоприятный для них знак. Эрзи всегда рядом. Татьяна Бебенова, Игорь Гангаев. Наши новости.